В завершении выпуска в школе-интернате для слабослышащих и слабовидящих детей стартовала неделя открытых дверей. За это время родители воспитанников смогут ознакомиться с работой школы и пообщаться с педагогами. Сарглана Захарова продолжит. Семья и школа являются главными основополагающими воспитания ребенка. Чем лучше связь между ними, тем эффективнее работа. Неделя открытых дверей в коррекционной школе проводится с такой целью. Большинство воспитанников живет в интернате. Нам очень важно, чтобы все родители знали, как учатся их дети, чем они занимаются после обеда, что кушают, что делают и вообще какое образование могут получить в нашей школе. Образование мы даем такое же, как во всех общеобразовательных школах. На выходе наши дети сдают единый государственный экзамен, после 10 класса сдают и обязательный госэкзамен. Все требования современной школы у нас есть. В школе обучаются дети со всей республики. Они поступают на учебу по итогам медкомиссии. Но существует проблема: о школе знают мало людей. Так, слабослышащий сын Елены Санниковой первый класс окончил в речевой школе. И только в этом году они узнали о школе-интернате для слабослышащих и слабовидящих детей. Во второй класс мальчик пошел уже в эту специализированную школу. Мы не знали, что есть такая школа в Якутске. Не знали. Потом сами же учителя настояли, чтобы мы перешли по своему диагнозу в эту школу. И вот тогда я только узнала, что есть такая школа, тем более такая новая, такая вообще довольная. В школе дети получают не только общее образование, но и с пользой проводят свободное время. Так, для них работают специальные сенсорные комнаты для развития мелкой моторики детей, различные кружки, комнаты отдыха. Ну да, мне нравится учиться в этой школе. Очень, тут хорошо, преподаватели очень хорошие. То, что тут кружки есть, допустим, робототехника или что-нибудь еще. Неделя открытых дверей позволяет родителям принять активное участие в жизни школы. Ведь для воспитанников эта школа становится, по сути, вторым домом. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.